Алкогольного контрафакта и незаконных вырубок леса в Коми стало меньше. Такое заявление прозвучало в Сыктывкаре. Анастасия Тюрнина знает точно. Вопросы качества детского питания сегодня в центре внимания общественников. Они выезжают не только в образовательные учреждения, но и к поставщикам. Обращают внимание на условия расфасовки и хранения продуктов, наличие маркировки и лицензии, соблюдение требований безопасности. Такая работа ведется по всей республике. И если ранее периодически возникали нарекания, то в последнее время сигналы о некачественных или фальсифицированных продуктах в школах и детских садах не поступают. Если где-то года, наверное, 3-4 того назад очень актуальным был вопрос, это когда попадали фальсифицированные продукты питания в предприятия дошкольного образования. Это были результаты лабораторных исследований Роспотребнадзора. И мы на площадке Общественной палаты проводили достаточно много мероприятий и круглые столы, и встречались с предпринимателями, и проводили обучение, то надо сказать, что на сегодняшний день такие вопросы с повестки дня сняты. И все же республика рассматривает вопрос об организации централизованного детского питания. Это поможет не только лучше контролировать, что именно попадает на стол к детям, но и продвинуть свою местную продукцию, в качестве которой сомневаться не приходится. Да и транспортное плечо ниже, а значит, продукт будет попадать в образовательное учреждение более свежим. Мы работаем над таким проектом, надеюсь, что в ближайшее время предстанет. Ну и в целом организация детского питания, как это раньше было понятно, что это сегодня стоит за счет бюджетных средств достаточно, такая сумма будет существенная, но в то же время по поручению главы республики мы прорабатываем, берем опыт, взяли опыт других субъектов, чтобы все-таки восстановить именно детское питание для малышей, потому что сегодня в республике, как мама сама понимает, приходя в магазин, ничего местного из детского питания у нас нет. Более того, мы недавно посетили Сыктывкарский молочный завод, тоже поставили задачу рассмотреть, посчитать, сколько будет стоить, какое оборудование можно использовать для того, чтобы организовать производство детского питания хотя бы молочной продукции. Второй вопрос – незаконная продажа алкогольной продукции. Здесь положительным опытом делится руководитель Усть-Куломского района. Сбыт без лицензии, нелегальный, из частных хозяйств. Со всем этим ведется серьезная борьба в муниципалитете. Статистика говорит сама за себя. В 2022 по Усть-Куломскому району был составлен 31 административный материал. На 15 больше, чем годом ранее. Стабильный мониторинг точек продажи, информирование правоохранительных органов, а еще сходы на местах. Все это и дает положительный эффект в деле противодействия незаконному обороту алкогольной продукции. Огромная помощь, по словам Сергея Рубана, от общественников. Стоит отметить, я хотел бы отдельно поблагодарить опыт Помоздина и Кибанеля. У нас там очень замечательные добровольные дружины народные созданы. Опять же, костяк составляют женщины, девушки, которые ничего не боятся, они активно ругаются, спорят, доказывают, включаются в эту работу в любые дни, в том числе выходные. И это дает свой результат. Особенно по Помоздину, там целый у нас такой клубок общественных инициатив, которые очень хорошо срабатывают. Отдельная тема – так называемые наливайки. Вопрос на контроле правительства региона. Анализ ситуации проведен как по Коми, так и по всему северо-западу. В республике Коми, на удивление, критерий установлен самый маленький. Менее 30 квадратных метров. Поэтому по согласованию с главой республики будем вносить законопроект. И пойдем по пути не тотального запрета, конечно же, потому что уже посчитали выпадающие доходы, выручку от предприятий. И тут даже не сколько Сыктывкар пострадает. Сыктывкар по количеству, конечно, безусловно, сократится. А Ухта, где предприниматели более 9 предпринимателей, где помимо реализации алкогольной продукции, другие виды товаров. Поэтому пойдем по пути именно увеличения площади. Пока первоначально усредненно по СЗФО взяли, это 50 квадратных метров. Что же до данных незаконных вырубок леса, то в Коми их стало меньше. И это связано с усилением патрулирования и отсутствием спроса на нелегальную древесину. Анастасия Тюрнина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.